Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. Наша общественная организация «Герой мужества» ведет постоянную работу по увековечиванию страниц памяти, без которых нельзя представить историю нашей страны. И здесь для нас нет принципиальной разницы. Мы едем на могилы к ребятам, погибшим в Чечне, встречаемся с ветеранами афганской войны или поздравляем героев Великой Отечественной. И эта работа получила свою оценку. В Новосибирске нас пригласили принять участие в мероприятиях, посвященных столетию начала Первой мировой. А фонд Гейдара Алиева заручился нашей поддержкой в обращении к властям Украины с резолюцией о прекращении братоубийственной войны. Принимая наш исключительно миротворческий посыл в ноябре 2014 года совместно с помощником военного атташе посольства Германии, мы приняли участие в Дне траура немецкого народа, тем самым засвидетельствовав, что бывшие враги могут стать друзьями. При том, что мы столкнулись с большим количеством предрассудков, мы твердо уверены в том, что солдат имеет право на память. Все это стало логической платформой для предложения о сотрудничестве, которое мы получили из-за океана, из США, от автора проекта «Мост дружбы Россия-США», директора Русского культурного центра на Аляске Анны Верной. И сегодня мы поддерживаем электронную связь с нашими соотечественниками в США, которые задались целью не пройти мимо великой даты 70-летия встречи союзников антигитлеровской коалиции на Эльбе и 70-летия воздушной трассы мужества Аляска-Сибирь, когда советские и американские летчики, как равные по плечу, осуществили поставку без малого 8 тысяч самолетов по маршруту Фэрбэнкс, Аляска, Красноярск. Без всяких преувеличений, перегон каждого самолета – это отдельный подвиг и неоценимый вклад на алтарь победы. Мы нашли общее взаимопонимание и стремление, скажем, отметить этот праздник не только тем, что он живет в нашей душе, не только то, что мы знаем эти даты и количество самолетов, или то участие Соединенных Штатов во Второй мировой войне, но и прежде всего, чтобы молодое поколение знало о том, что произошло, что произошло, какие были отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами во время Второй мировой войны. Одним из главных пунктов намеченного сотрудничества определена работа по установке копии монумента авиаторам Ленд-Лиза советскому и американскому летчику, открытого в Фэрбэнксе в 2006 году. Памятник, по свидетельствам, имеет мощную энергетику в силу тех лет, когда американцы и русские совершали ежедневно подвиги ради Великой Победы. Высота композиции 8 метров, и, конечно, в полном размере, по мнению американской стороны, его можно было бы установить в Красноярске, конечной точке маршрута Алсиба. Ну а в населенных пунктах, в опорных точках трассы установить уменьшенные копии. Идея увековечить память летчиков, перегонявших американские самолеты, показалась нам очень достойной, хотя бы потому, что наш прославленный земляк, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин сражался именно на американском истребителе «Аэрокобра», который впоследствии был установлен в Новосибирске рядом с музеем Александра Ивановича Покрышкина. Ну и сама надпись на мемориальной доске памятника Фэрбэнкса гласит: «Мировая безопасность не может быть работой одного человека, одной партии или даже одного народа. Это должен быть мир, опирающийся на усилия всего человечества». Под каждым этим словом готовы подписаться и мы. Одной из основных задач нашей общественной организации – это, конечно же, пропаганда мира во всем мире. Мы своей работой показали и будем показывать в последующем о том, что мы не одни, что в мире много людей, которые нашу идею мира поддерживают, потому что мы все созданы для того, чтобы жить мирно и чтобы не было войны. Со всеми вашими вопросами и предложениями по обозначенной теме обращайтесь на наш сайт Героев Мужества героярус.ру.